Следующее мы с вами рассмотрим равноускоренные прямолинейные движения. Это движение, при котором скорость тела за любые равные промежутки времени изменяется одинаково. То есть с каждой секунды скорость тела становится все больше и больше, причем с каждой секунды скорость увеличивается на одинаковую величину. Как заметно с рисунка, пройденное расстояние человеком с каждой секунды увеличивается, так как увеличивается скорость. Рассмотрим с вами уравнение равноускоренного движения. Скорость у нас меняется вот по такому закону, то есть скорость равна начальная скорость плюс или минус ускорение, умноженное на время. В данном случае нужно понять плюс, когда ставится, и минус, когда ставится. Плюс ставится, если движение у нас происходит равноускоренное, а минус ставится, если движение у нас происходит замедленное. Перемещение мы можем с вами найти вот по такой формуле. S равен V0t плюс-минус at квадрат на 2. То есть здесь то же самое. Плюс ставится, когда тело ускоряется, а минус ставится, когда тело замедляется. И третья формула. V квадрат равен V0 квадрат плюс-минус AS. То же самое. Здесь плюс ставится при равноускоренном движении, а минус ставится при равнозамедленном. Уравнение движения равноускоренно движущегося тела дается у нас в таком вот виде. Для того, чтобы найти конечную координату любого тела, нам сначала нужно учитывать начальную координату этого тела, начальную скорость и ускорение. Графики равноускоренного движения. График ускорения от времени у нас дается вот в таком виде, потому что в любой момент времени ускорение одинаковое значение имеет, поэтому ускорение мы чертим горизонтальными прямыми. График перемещения от времени у нас выглядит параболой, потому что у нас квадратное уравнение. И график скорости от времени, так как скорость меняется линейно, у нас рисуется вот таким вот образом. Если есть начальная скорость, то график начинается с начальной скорости, а если нету начальной скорости, то график начинается с нуля. Примечание. Перемещение численно равно площади фигуры, лежащей под графиком ВТ. То есть, рассматривая график ВТ, если мы находим площадь, которая остается под графиком, мы получаем перемещение. Рассмотрим на примере. При увеличении скорости с 1 метра в секунду до 7, тело прошло 48 метров. Ускорение тела. Для того, чтобы найти ускорение тела, нам с вами целесообразнее использовать третью формулу, потому что нам дается конечная скорость, нам дается начальная скорость, нам дается пройденный путь и спрашивается ускорение. Пишем формулу. V квадрат равна V0 квадрат плюс 2AS. Пишем плюс, потому что здесь скорость увеличивается, поэтому у нас движение равноускоренное. Если отсюда выразить А получится у нас равным V квадрат минус V0 квадрат, деленное на 2S. Если подставить значение, то получится 7 в квадрате минус 1 в квадрате, деленное на 2 умноженное на 48. Итого в числителе у нас получится 49 минус 1, 48, деленное на 2 умноженное на 48, получится 0,5 метров в секунд в квадрате. Следующий пример. Автомобиль начинает свое движение с ускорением 4 метра в секунду в квадрате, достигает скорости 20 метров в секунду. При этом автомобиль проезжает путь равный. Нам сообщается, что автомобиль начинает свое движение, отсюда нам известно, что начальная скорость равна нулю, конечная скорость у нас равна 20 метров в секунду и ускорение 4. Спрашивается пройденный путь автомобиля, опять нам о времени ничего не известно, поэтому будет целесообразнее использовать ту же формулу, что в предыдущей задаче. Отсюда S будет равен, если сразу записать, V квадрат минус V0 квадрат, деленное на 2А. Подставив формулу значения, получим 20 в квадрате минус 0 в квадрате, но мы не станем писать 0. Умноженное на 2 умноженное на 4 у нас получится 50 метров.
Пример следующий. Начинает свое движение спокойно, тело за 8 секунду проходит 45 метров. Ускорение тела. Для того, чтобы решить эту задачу, нам сначала нужно понять, что тело не за 8 секунд проходит 45 метров, а именно за 8. То есть тело, допустим, в общем проходит 8 секунд, но 45 метров – это расстояние, которое проходит тело за последнюю секунду. Обозначим это расстояние как дельта S. Дельта S у нас пусть будет равен 45 метров. До 8 секунды, значит, мы движемся 7 секунд. Обозначим это расстояние как S7. Начальная скорость у нас равна 0. А в общем мы движемся 8 секунд, поэтому все расстояние, которое мы проходим, обозначим как S8. Если учитывать, что начальной скорости нету, то S8 и S7 у нас, соответственно, равны. S8 равна AT8 в квадрате на 2. Буквой T8 мы отметили 8 секунд, а S7 у нас равна T7 секунд в квадрате, деленное на 2. Отсюда у нас получится дельта S равен S8 минус S7, AT8 в квадрате, деленное на 2, минус AT7 в квадрате, 7 в квадрате, деленное на 2. Отсюда дельта S равен, если за скобку вывести А на 2, получится T8 в квадрате минус T7 в квадрате. Подставив в выражении значения данных, вместо дельта S ставим 45. А нам неизвестно, деленное на 2. T8 это у нас 8 секунд, 8 в квадрате, минус T7 это у нас 7 секунд, T7 в квадрате. 8 в квадрате минус 7 в квадрате это 64 минус 49, получится 15. 45 и 15 можно будет сократить. Здесь останется троечка у нас. Отсюда получится ускорение равно 6 метров в секунд в квадрате.